Так, Виктория Андреевна, расскажите, пожалуйста, сколько затрачено на новогоднее оформление города и, в частности, площади Ала-Тоо? В этом году оформление города проводилось в традиционном формате. Была украшена центральная площадь Ала-Тоо, наша центральная елка, и также небольшие мафы по всему городу. На сегодняшний день еще не завершено оформление елки возле филармонии и возле мэрии города Бишкек. В общей сложности на сегодняшний день затрачено порядка 3 миллионов сомов, но это не только елка, это полностью на весь город. То есть объемы работ, которые еще не выполнены. И для того, чтобы исключить разные домыслы и оговорки, мы вам решили просто сегодня рассказать и показать, как это проводилось, что израсходовано и на какие цели. Сотрудники МП Бишкек Свет, они вам также предоставят информацию по ценам, потому что все мы знаем, что цены выросли, вот по сравнению с 2019-2020 годом, насколько рост цен произошел. Здесь за нами стоит наша центральная елка на площади, которая также была оформлена. Каркас этой елки старый, он используется уже на протяжении нескольких лет. Но, как вы знаете, мишура, светодиоды, они целый месяц находятся на улице под физическим воздействием погодных условий, температурных перепадов, осадков. И, соответственно, после месяца пребывания в таких условиях они просто непригодны к дальнейшему использованию. По возможности, то, что можно использовать, мы обязательно используем. Если те диоды, которые мы можем отреставрировать, подремонтировать и дальше использовать, оно, конечно, идет у нас в работу, ничего не выкидывается, но те материалы, которые непригодны уже к использованию, ну, просто даже бывает, и они неэтично смотрятся на площади. Если смотреть на площадь, то мафы, они все используются с прошлого года, кроме основного мафа с символикой года наступающего. Однако также мишура, светодиоды были все приобретены новые. В этом году мы также постарались использовать единую стилистику оформления с учетом, вы, наверное, увидели на баннерах, это на флагштоках на Южной магистрали. Кроме того, у нас организована прогулочная площадка по агропрому, внутренней части арочной. Мы также туда пройдем, вы сможете посмотреть, используем логотипом с освещением и праздничного настроения, а также подсветка полностью агропрома сетчатой гирляндой. По мафам, светодиодные мафы, которые были развешаны на деревьях, действительно, немножечко есть упущение в том плане, что при развешивании не совсем хорошо закрепили. Эти мафы, они были в определенных формах, но с погодными условиями они немножечко, светодиодные гирлянды, они упали. Это, конечно, есть небольшой минус, но мы эту работу устранили, ребята отработают, я думаю, все исправят, но я не думаю, что нужно смотреть только на один маф, да, нужно смотреть на комплекс работ в целом. Тем более, все равно постарались максимально экономно расходовать средства, максимально придать настроение горожанам и создать все условия.